что ли, на свет? Мне кажется, он упал. Взлетел, да вон так круг сделал. Один круг сделал и пропал. И все, и пропал резко. У него аккумулятор резко сел, там он полностью заряженный был, потом вас, и все, нету. Но сейчас мы приедем, я посмотрю, сколько градусов. Минус 17 градусов. Но если я вздумаю покупать следующий квадрокоптер для съемок, данный ни в жизни куплю. Уж больно он слаб на ветер и аккумуляторы какие-то хреноватые. Ну, появилось 5 минут перекура свободного времени, поэтому открываем квадрокоптер, который дядя Валера мне купил. Старый квадрокоптер хреновый, в том смысле, что он быстро разряжался, а ветер сдувал его за милую душу. При поиске в просторах интернета подходящего квадрокоптера наткнулся на обзор дрона Fimi X8C 2022 на канале SWAT TV. Ветки этот кустарника качается, а он летает и снимает первый сорт. Классный ветер терпит. И при морозе за минус 20 он 23 минуты летал. То, что с кем я переписывался. Осталось проверить, правда в его словах или не особо. За день до этого. Мы будем молиться, чтобы 20 градусов мороз шапнул. На следующий день. Облегченный вариант. Он там с этим, с мегафоном так-то должен идти. Для того, чтобы можно было передавать. Там где-то кто-то потерялся, ему что-то говорить. Поисковый. Да. Собственно говоря, открыты у меня руки дома не дошли. Открываем здесь. Вот. Красавец. Мини-инструкция. Ой. Что на китайском? Не понял, а куда смартфон куда вставать? Сюда смартфон-то не влезет. Ну, смотри. Молодец. Я говорю. Хочешь, тут можно телевизор целый затолкать. Ясно. Сейчас я достану смартфон. Так, ладно, Василий Батьевич, доверяем. То бишь, не себя же ругать, если что-то не подходит. Ну да. А те, Сережка, коптера были такие же простые ящички или... Нет. Вроде как-то авторитетная там была. Да. А тут, по сути дела, что в этом ящике? Это чтобы удешевить. Сумку ты можешь купить отдельно за другие деньги. И все. А что говорят коммунисты там в Китае? Блин, там коммунисты, буржуи недобитые. Ну вот это он не видит. Нету связи. Вот, блин. Здесь вот 2 ампера. Заряжается, он уже последний осталось. Это включить-выключить. Это раз дом нарисован. Дома второй знак какой? Коптер. Сейчас не ошибиться, это самое, с заводкой, взлетом. Первый коптер я тоже здесь запускал, я тут все деревья пересчитал, блин. Я думал, все деревья упадут. Все пошибал он там. Ну вот одна сосна засохла. Самая нервная была. Ну ладно, будем считать, что что-то у нас появилось. К сожалению, проверить не можем. А просто так включать я опасаюсь, потому что тут реально взлетит, да пообломается все. Винты обломает. Ладно, собственно говоря, с запуском пока погодим тогда. Тогда это означает, что впереди. Ладно, первое знакомство пока кончаем. Первая проблема, с которой пришлось мне столкнуться. Официальное приложение, скачанное через инструкцию. Официально. Не видит квадрокоптера. Не видит смартфон. Я изначально закачал по штрих-коду, который на данной коробке был. Мой квадрокоптер не видит, и все. Samsung Galaxy A30. Что только я там не делал? Приезжал сын, у него послабже процессор это на его смартфоне. Он программу скачал, включили, он увидел, а мой не видит. Проблема на этом квадрокоптере. В интернете там пишут, подобрать надо. Фими, проблема со связью. В интернете тогда было много роликов. Включился, все, нажал автовзлет и раз, дисконнект. Мы перебрали просто миллиард ребят, кроме этого планшета. На лодку посажу. Что там подбирать, блин? Сейчас мы просто заведем, полетаем. Другое время полета включится. Смартфон показывает, отключено.
летает, это он не видит рекистр. С пустым смартфоном. Будем думать, как выйти из положения. Очень жаль, но умные мысли приходят опосля. В конечном итоге я обратился за разъяснениями к официальному представителю фирмы ФИМИ в России. Ну, все показывает. Основная проблема, то, что с самого начала выскочило, смартфон не видел. Большое спасибо официальному сайту, подсказали и оказались правы. После того, как в своем смартфоне марки Samsung с системой Android включил режим отладки USB, телефон стал показывать, что видит дрон. Как отладить этот USB, узнал в легкую в интернете. При этом на летних съемках достаточно неожиданно наскочила вторая проблема. При заявленной высоте 800 метров выше 120 дрон не взлетал. В приложении устанавливал большую высоту, но выше 120 метров, хоть тресни, не хотел летать, а регулировка высоты возвращалась к этим 120. Связана ли эта проблема с этим или нет, не знаю. Но когда у нас в Республике Коми вышло постановление, что дронами над промышленными объектами летать запрещается, в остальных местах вроде можно, стал спокойно набивать любую высоту и взлетать на нее. Как говорили древние, селяви, такова наша жизнь. Зима подкинула третью проблему. Данный квадрокоптер работает на морозе, только если его аккумулятор теплый, не ниже 15 градусов. Минус 6,7. Небольшой морозик. Выскочила надпись: температура батареи слишком низкая, пожалуйста, нагрейте до плюс 15. А полежал на холоде, это значит на груди надо будет таскать, когда поеду зимой. Температура, поднимите до температуру выше 15 градусов. Не заводится. В ноябре, когда этот аккумулятор до места съемки я довез за пазухой, у меня дрон при минус 14 отработал без замечаний 20 минут. При этом заряда у него оставалось еще 60%. Тут все просто. Теплый аккумулятор, все работает. Остыл на морозе, замучаешься заводить. На улице минус 11,7. Минусы. Ветер и легкий снегопад. Аккумулятор привез за пазухой. Так, предполетная проверка нормальный. Пока ничего не замерзло, а ветки капитально качаются. Данный квадрокоптер реально ветер держит, поэтому за лето как-то перестал обращать внимание на силу этого ветра. А тут попал, что внизу под пологом тайги ветер был туда-сюда еще, а верхушки елок качались на полметра. На дрон поднял. В полете. Мотает, будь здоров. Штормовое предупреждение, пожалуйста, летайте осторожно. Спустился и мотать перестал. Блин, пальцы мерзнут. Что-то тебя штормило так прилично наверху. Самым крутым морозом, когда я решил снять кадры салюта в нашем поселке, была ночь в Новый год в минус 36 градусов. Ну, нормальные морозы у нас. На всякий пожарный смартфон, пульт управления и квадрокоптер собрал, включил в помещении и вынес на улицу под полой зимней куртки. Практически сразу замерзла камера, поэтому снимала только вниз, как изначально установил. Чтобы больше охватить, подымал на 200 метров. Потом опускал дрон, менял положение камеры и снова подымал. Через 5 минут съемки камера стала выключаться, пришлось ее снова включать несколько раз. У меня сложилось мнение, что электродвигатели этого дрона такого мороза не выдерживают. В полете он стал дергаться, что вызвало дергание кадров при съемке. Производители в Китае, думаю, и не подозревали, что существуют такие морозы. А ведь в России есть регионы и покруче нас, типа Якутии, например. Точно ведь, селяви. Квадрокоптер был включен 20 минут. Из них 15 минут летал
на морозе в минус 36. Заряда в аккумуляторной батарее осталось 40%. В моем освоении данного квадрокоптера проглядывается еще один нюанс. Работаю с ним в основном в тайге, где найти подходящую площадку для посадки сильно проблематично. Поэтому практически 100% сажаю на руку. И все. Чтобы без проблем таким способом гасить-выключать дрон, надо хватать за заднюю часть корпуса. Впереди у него располагаются разнообразные датчики. Они дадут сигнал, что снизу неожиданно возникло препятствие, и квадрокоптер будет газовать, стараясь взлететь для избежания столкновения.